И башни замков на скалах смотрели грозно сквозь туманы. У врат Кавказа на часах сторожевые великаны. Так писал великий писатель Михаил Лермонтов, которого поразила красота и изящество ингушских башен. Благословенная ингушская земля и сегодня хранит немало исторических загадок и тайн, и это закономерно. По территории Ингушетии пролегал знаменитый Шелковый путь, а первое упоминание об ингушах появилось в первом тысячелетии до нашей эры в трудах древнегреческого географа, историка и путешественника Страбона. Республика Ингушетия – один из субъектов России. Древность и современность на этой земле практически не имеют точек соприкосновения. Это абсолютно два разных мира, интересных и не похожих друг на друга. Искусники камня. Под натиском полчищ среднеазиатского завоевателя Тимура Храмова, совершившего в XIV веке опустошительный поход на Северный Кавказ, ингуши, жившие в долинах рек Терек и Сунжи, вынуждены были уйти в малодоступные горы, которые служили естественной крепостью. Для защиты от иноземных и внутренних врагов они строили оборонительные башни. В систему обеспечения безопасности входила целая цепь сигнальных сторожевых сооружений, построенных в скалах на высоте орлиного полета. При появлении врага в горах сторожевые по цепи, зажигая костры на башнях, за считанные минуты оповещали жителей об опасности. Также организованно они готовились и к встрече с врагом. В Горной Ингушетии существует несколько видов оборонительных сооружений. Жилые башни-крепости, изящные боевые башни, мощные замковые комплексы. Внешний вид их безукоризненно прост и строг. У соседних народов считалось даже почетным и престижным приглашать к себе на работу именно ингушских строителей, или, как их обычно называли, искусников камня. Многие величественные и долговременные каменные строения, например, в Северной Осетии, Чечне и Горной Грузии, являются также результатом их гениального творчества. Мой дом – моя крепость. Каждый ингушский аул обычно имел 2-4-этажные жилые башни. Каждая башня служила надежной защитой и опорой на случай нападения врагов, потому как в ней были различные оборонительные приспособления. Первый этаж жилой башни занимал скот, на втором располагалась семья. Здесь же находился очаг. Огонь в нем считался священным и никогда не угасал. Третий и четвертый этаж предназначались для спален и гостиной. Каждый ингушский род имел свой герб, которым украшали башни. На многих боевых постройках искусно выложены кресты. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно их значения. Чаще склоняются к версии, что это знак вовсе не христианский крест, а весы, символ Эздила, уникального комплекса морально-этических понятий, присущих ингушскому народу. Солнечные могильники. В каждом селении был городок мертвых. Постройки святилищ и склепов были столь же естественны в окружающем ландшафте, как и смена времен года и поколений. Человеку при жизни нужна башня, а после смерти склеп. Так говорили предки ингушей. Строили солнечные могильники недалеко от жилых сооружений, чтобы человек размышлял о мире вечном и совершенствовал свою душу. Эти каменные сооружения являются немыми свидетелями испытаний, выпавших на долю ингушского народа. И никто сейчас не скажет, о чем поведают башни, пережившие людей и века, своим потомкам.